Рахмат. Урматтуу жыйындын катышуучулары, парламенттик угуну. Так работа не пойдет, мындай болбойт. Снова Министерство цифры нам рассказывает, как прекрасно все хорошо. Мы ожидали немножко башка нарсени. Для вас, что понятно, я на официальном языке скажу. Вы должны были сегодня сказать. Во время встреч с операторами связи были высказаны следующие предложения, с которыми с этими мы согласились, с этими не согласились. А зачем нам сейчас вы лекцию прочитали о том, что все прекрасно, хорошо? Из этого ничего не понятно. Эти же слова операторы вам письменно давали точно так же до того, как вы предлагали. Поэтому после первого чтения идет процесс обсуждения, на котором вы мақұлдықты бересіңдер, мақұлдықты бербейсіңдер, ал өзіңердің ішіңер. Бирок баардыгын далилдениш керек. Ошого бизге парламентке угул кергенде силер даярдык келишиңер керек. Силер жалпы докладтарды даярдап келгениңер жарабайт андай. Так не пойдет в общее выступление, как и первое чтение пришли, здесь рассказывайте, как замечательно, прекрасно. А те же вопросы, те же 5 операторов основных, они вам задают эти же вопросы. Так в чем же вы с ними согласились-то? Поэтому нам надо до принятия во втором чтении, до рассмотрения, вы должны подготовить четко и ясно. Вот здесь должны таблицу показать. Предложение Нуртелекома, Мегакома, такое-то было, отклонено, принято, принято. Вы четко должны говорить это. Замечание депутатов, предложение по таким-то вопросам, принято или не принято. То есть вы защищаете свою позицию. Но покажите нам, что меняется. А то вы говорите одно, в кулуары сейчас выйдем, вот эти вот, которые гости наши товарищи сидят, они знаете про вас, что будет говорить? Первое, самое мягкое сказать, врет он все. У нас на 4 листах было, на 10 листах было замечание. Они приняли одну запятую и потом, говорят, поддерживали. Так не работает. Вам с ними работать, вам с ними реализовывать. То, что вы отменяете лицензию, это совсем не сказать, что это достижение большое. Все равно на одной частоте 100 человек не может работать. Так же, да? Ну что вы придумываете-то? Есть лицензия, нет лицензии. Кто первый успел, тот успел. Теперь разрешительные документы по базовым станциям, вы говорите, они не от вас зависят, они зависят от собственности на землю, от хозяина и от строительной организации, которая добро дает. Прежде всего, айлюкмет, мэрия. Из-за них затягиваются сроки строительства. Не из-за вас, у вас-то проблем нет, у вас четко и ясно будет. Поэтому мое предложение, я почему вас настоятельно рекомендую, вам надо продуктивно работать. Если вы не согласны, вы аргументированно отказывайте. Если вы согласны, соглашайтесь. Ну не упирайтесь лбом об стенку и пытаться протащить то, что вы хотите. Там тоже не дураки работают. Вы тоже вчера там работали, а может быть завтра будете работать сами. Имейте в виду, у закона всегда есть такое в природе. Закон обратно возвращается на голову инициатора. Стопудово это. Я уже, поверьте мне, депутаты с большим стажем, обычно закон возвращается тому, кто его инициировал, когда он будет в другом качестве. Потом ертең өзүңөр ошол жака барып алып жетекчи болуп кыйналып жүрбөңүлбү? Ким кабыл алды деп депутаттар сөгүп жүрөсүңөр да. Ошондуктан менин сунушум дагы эле ошондой. Экинчи окууга чейин пускай они проведут цикл встреч. Не министры по одному или по вечерам, а вместе садитесь, разговаривайте. Словом, к моменту депутатского рассмотрения мы должны иметь какое-то единство, более-менее такое единство. Понятная позиция должна быть. Чтобы нам не писали они, к нам не обращались они. Мен сунушум ошол эле, из благих намерений. Закон должен быть максимально выверен, чтобы потом мы прокурору не жаловались. Мне бузот от закона. А он как хочет, так и будет толковать. Как вы хотите. Рахмат.